Но возьмите 30 лет советской власти и 30 лет нынешней. Возьмите страну 45 по 75 год. Ну вот просто даже вот визуально. Лежит страна в руинах, буквально в руинах. Я напомню, 1710 городов разрушено. Ни один народ бы не восстановил такое количество городов. 1710 городов. 65 тысяч сел и деревень. Вы только в цифры вдумайтесь. 73 тысячи колхозов и совхозов. 10 миллионов инвалидов. 25 миллионов людей не имеют жилья. А мы через 15 лет Гагарина в космос запускаем. И весь мир обалдевает. Мы к 50-му году не просто восстановили наше разрушенное народное хозяйство. Мы превзошли его на 73%. То, что у нас было до войны, в годы сталинской индустриализации, с 28 по 55 год. Я подчеркиваю, с 28 по 55 год. Это просто действительно какое... Не корейское чудо, не китайское. Вот оно, советское экономическое чудо. И если бы не разрушили вот эту сталинскую экономику, Хрущев и компания, а далее по списку, сейчас бы весь мир был Советским Союзом. Этого, кстати, и испугались наши европейские и заокеанские партнеры. Это нам либералы говорили о неэффективности советской экономики. Треп всякие несли. И люди поверили в это. Уши развесили и артели. Не только в сельском хозяйстве, но и в промышленном производстве. Я уже говорил об этом, и многие говорили. Автоматы Шпагина делали артели во время войны. Вот оно сочетание государственного и частного интереса. Но темпы развития советской экономики просто... Да, я не хочу сказать, что все было бело и пушисто. Было полно проблем, было полно головотяпства и так далее. Но эти вопросы, они решались быстро. Тех, кто был виновен, наказывали. И наказывали сурово. Они пересаживали из одного кресла в другое. Шел естественный отбор управленцев. Люди работали ради идей и ради всего народа, а не ради своего личного кармана и обогащения. Психология у руководителей была другая. Вот о чем речь-то идет. Посмотрите, каков уровень был образования советских людей. И главное, вот что самое главное, я это даже помню по себе. Из года в год, из пятилетки в пятилетку, я вот так вот сказал, общий уровень жизни народа улучшался. И причем это касалось не отдельных категорий граждан, а многомиллионного советского народа. Десятков и сотен миллионов людей. Десятков и сотен. Я уже эту цифру приводил. При Брежневе бесплатно квартиры получили 163 миллиона человек. Вообще какие-то невероятные цифры. За 18 лет. А у нас сейчас десятилетиями стоят за ипотекой. Половина своего бюджета, если не большую часть, платят вот этим банкирам. Но мы даже не можем догнать Советский Союз по объемам ввода жилья до сих пор, понимаете?